Следующий вопрос хочу задать, опять возвращаясь к теме, которую мы немножко затронули. Это откровенные слова Путина о том, что с нынешней украинской властью он дело иметь не имеет, не видит смысла никакого, что никакого продвижения на пути мира как бы здесь не получится. И мысль такая, понятная, что вот посмотрим, кого выберут на следующих выборах, видно, имеется в виду и президентские, и парламентские, и будем продвигаться по пути примирения. Вот очень интересно любому избирателю, и мне в том числе, интересно, какие маркеры вот, внешнеполитических подвижек в сторону России, или же даже намерений, которые сейчас политики высказывают накануне выборов, показывают, что этот человек, потенциальный кандидат или партия, готовы к сближению с Россией вот в том смысле, который мы с тобой подразумеваем как капитуляцию перед Путиным? По моему мнению, есть 4 индикатора, которые для меня будут определяющими. Первое – это позиция по Донбассу. То есть как только украинский политик начнет говорить вещи, совпадающие с методичкой или с тезисами России в оценке ситуации на оккупированных частях Донбасса, это будет четкий индикатор, что движение пошло именно в том направлении. Второе – Крым. Как только украинский политик, претендующий там, на статус президента, члена парламента, правительства, забудет о Крыме или начнет откладывать вопрос Крыма на неопределенное там, будущее, отказываясь предпринимать какие-либо вообще шаги, это тоже четкий индикатор. Третье – газ. Как только будут сделаны шаги по нахождению компромисса с «Газпромом», восстановлению дружественных отношений в торговле газом с Российской Федерацией, это будет для меня лично однозначным критерием, потому что газовая коррупция подпитывала десятилетиями украинскую политику. И даже те президенты, которые, или там премьер-министры, которые там выглядели патриотично, скажем так, для украинского народа, тем не менее не смогли стоять перед соблазном стать частью коррупционной схемы с российским газом. И в этом плане нужно отдать должное, конечно, президенту Порошенко, потому что он первый, по-моему, на моей памяти президент, который не причастен к вот этой вот газовой схеме с «Газпромом». Да? То есть мы просто разорвали отношения с ними, мы сейчас с ними воюем, и для них это очень болезненно. И четвертый пункт – это наполнение соглашения об ассоциации с ЕС. То есть ведь европейская интеграция может существовать просто как декларация. Любим, хотим, хорошо, стремимся. А она должна существовать как ежедневная монотонная работа. Вот как только я увижу, что украинский политик пытается подменить монотонную работу высокими декларациями, для меня это будет точным критерием того, что он подыгрывает России. Спасибо за подробный ответ. Я думаю, что многим понравится и будут смотреть и критически оценивать те высказывания, которые говорят сейчас, ведь перед выборами язык без костей у многих. Вот. На самом деле важные маркеры. И